В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия. О том, какие праздничные мероприятия запланированы в Инте 22 августа, в День Республики, рассказали заместитель руководителя администрации округа Елена Моторина и начальник отдела культуры Ольга Попова. К сожалению, нам уже 2 года не удавалось из-за коронавирусной инфекции отметить наш самый любимый праздник – День Республики Коми. И в этом году, в год 101-й годовщины образования Республики Коми, мы отмечаем 100-летие Республики Коми, которое было в прошлом году. И в афише праздничных мероприятий, которая сегодня выйдет для всех жителей города Инты, представлены все мероприятия. И начинается наш праздник уже с 20 августа. На территории Центральной библиотеки будет литературно-фольклорный фестиваль «Ловья-Кыв». Это живое слово. Это наша библиотека выиграла народный бюджет, победителем стал народный бюджет в сфере этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми. Вот они представят нам свой проект в виде этого фестиваля. Будет очень интересно, и самое главное, что там будет участвовать сельский коллектив деревни Ерпияк, коллектив Ерпияночка. 21 августа на площади микрорайона Южный пройдет традиционная праздничная концертная программа с названием «Край родной, навек любимый», с участием лучших солистов и лучших творческих коллективов микрорайона Южный. Там у нас замечательные коллективы, и присоединится туда также клуб «Железнодорожник». 22 августа сам день празднования Дня Республики Коми пройдет на площади Ленина большая праздничная ярмарка, которая называется «Интинский Арбат». Это будет выставка продажи сувенирной продукции, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества «Кужи-Шкияс». Это умелые руки. Замечательная выставка, которая была выполнена силами сельского дома культуры поселка Юстедор. Щокараверга, это 100 троп оленеводов. Мы эту выставку видели в онлайн-режиме в течение года. Сейчас она будет представлена всем зрителям уже в виде в таком, чтобы мы могли увидеть воочию все портреты оленеводов, которые были выполнены в рамках этого проекта. Ну, конечно, какой же день республики без работы ЧУМа? Мы уже все соскучились и все очень хотим посетить ЧУМ. Площадка традиционная также Интинского краеведческого музея. Будет этнозона игровая. Это представит нам гимназия номер 3. Они в прошлом году выиграли также народный бюджет. Значит, сбой и тереп, ловкий и быстрый. Вот они этот проект прошлогодний, да, народный бюджет представят нам в этом году. Площадка традиционная тоже станции юных натуралистов, конечно, выездная торговля. И в 12 часов на площади Ленина на нашей сцене начнется праздничная концертная программа с участием и национально-культурных обществ, всех творческих коллективов города. И приедут к нам из Ерпияга, вот я уже говорила, они 20-го будут работать, да, творческий коллектив сельский и сельский коллектив деревни Абись. В рамках празднования Дня Республики Коми 22 августа запланирован традиционный общегородской велопробег. Велопробег, все-таки хотим мы сделать наш велопробег. Стартуем 12:30, собираем, да, от площади Ленина, едем по Дзержинского, затем по Мира, сворачиваем на улицу Бабушкина и далее по улице Горького до площади. Вот. Хотим, чтобы много-много было участников, потому что будут призы, но главное условие этого велопробега, конечно, возраст участников, потому что это проезжая часть, то есть от 14 лет. Кроме этого, интинская делегация примет участие в выставке «Достояние Севера», посвященной столетию образования Республики Коми, которая пройдет 27 августа в Сыктывкаре. В этом году при поддержке Торгово-промышленной палаты и Министерства экономического развития Республики Коми эта выставка вновь заработает. Наша делегация Могу-Инта выезжает 26 числа, и 27 числа мы представляем наш муниципалитет, а конкретнее всего это День оленевода, это праздник оленевода, Тереп-Кер,
полюбившийся интинцам и не только интинцам. Значит, было направлено письмо в землячество Республики Коми с приглашением членов землячества, наших интинцев, которые проживают в городе Сыктывкаре, либо гостей города Сыктывкара, на площадку нашего города, посмотреть и послушать еще раз, получить пригласительный на праздник Терепкер, который состоится в 2023 году. В марте месяце. Также с нами выезжает для участия в концертной программе, которая организована Министерством культуры на площадке торгового центра «Июнь», наш коллектив народной песни «Сударушка». И надеемся, что площадка будет представлена достойно. На площадке будет представлена продукция агрокомплекса «Интапри Полярная», уже в новой красивой упаковке, и новые изделия нашего предприятия «Серпас», который вновь заработал. Вот, собственно говоря, что мы будем представлять в городе Сыктывкаре. Мероприятий очень много, все они разнообразны, интересны и увлекательны. Более подробно с программой празднования Дня Республики Коми можно ознакомиться на сайтах и страницах в соцсетях культурных учреждений Инты.